прошлый раз подобная попытка завершилась провокацией с нарушением госграницы РФ, в результате чего Киев лишился 3 кораблей. Новый поход, обещает Порошенко, будет осуществлен в присутствии представителей ОБСЕ и СМИ. Но нет сомнений, что в случае очередного нарушения границ России украинские суда вновь будут перехвачены. Таким образом, ВМС Украины могут лишиться едва ли не последних действующих боевых кораблей. Именно так в годы Второй мировой войны действовал гитлеровский флот, собственно, и положивший начало данной тактике. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинские корабли, самолеты и военную технику, оставшиеся на полуострове. Однако украинские власти ответили, что рассмотрят этот вопрос. Но и с бронекатерами все оказалось не так гладко. На вооружении у Киева есть лишь чуть более 10 подходящих судов для реализации украинского варианта тактики – «Волчьей стаи». Из них лишь 6 являются в достаточной степени пригодными для реализации этого сценария. Это все катера проекта «Гюрза». Однако 2 из них сейчас арестованы российскими пограничниками и находятся в Крыму. Именно на них была осуществлена предыдущая провокация Киева в Керченском проливе. Все остальные катера либо слишком стары для осуществления подобной операции, либо, как в случае с 2 патрульными кораблями, подаренными США Украине, находятся на модернизации. Чаще всего можно его увидеть в Одесском порту. Прежде всего он используется для участия в совместных учениях Украины и НАТО в Черном море. Сразу после проведения планового ремонта произошла поломка двигателя фрегата. Очередные ремонтные работы обошлись казне в 91 миллион гривен. Аналогичная судьба и у малого противолодочного корабля «Винница», который с 2017 года практически год находился на ремонте. Украинский флот представляет из себя несколько посудин, которые передали американцы, это катера. А все остальное – металлолом, который не соответствует званию военно-морских сил. Они же косят под американцев, поэтому у них военно-морские силы. Украинский флот можно сравнить с украинской авиацией. Она представляет опасность, когда поднимается в воздух, прежде всего для своей страны.
в условиях предвыборной кампании Киев может устроить провокации, но флота же как такового нет. Это парадоксально, у них есть командование, а чем они командуют? Заявил Лайфу военный эксперт Александр Жилин. Что же может противостоять этой москитной армаде, если она пойдет на провокацию и нарушение госграницы РФ? В первую очередь, конечно, береговая охрана пограничной службы ФСБ России. Как это произошло в конце ноября 2018 года, когда были перехвачены 3 украинских военных судна. И хотя Петр Порошенко не назвал ни конкретных сроков попытки прохода, ни как именно все это будет осуществляться, эксперты сходятся во мнении, что данные действия могут быть связаны с приближающимися президентскими выборами на Украине. Даже если они окажутся задержаны, а украинский флот окончательно обезоружен, прямым указом нынешнего президента Незалежной. Россия же в этом случае стоит действовать по примеру Израиля, считает военный эксперт Александр Жилин. Некоторые наши эксперты, на мой взгляд, допускают стратегическую ошибку. Украина – это не государство, не страна. Украина – это оружие в руках англосаксов против России. Нужно действовать таким образом, чтобы все понимали, ответ будет однозначным, в рамках закона, но никаких шансов у нарушителей. Крим.рен. Не останется. И у нас есть мировой пример, Израиль. Он поставил себя в мире так, что никто в его сторону особо не смотрит, потому что знают, достанут везде. Я считаю, это образец, так нужно действовать, поделился мнением с Лайфом военный эксперт. Напомним, ситуация в Азовском море осложнилась после инцидента 25 ноября 2018 года. Тогда 3 корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море и, не отвечая на запросы погранслужбы, направились к Керченскому проливу. В Москве действия Киева были расценены как провокация. Позже из-за инцидента в Верховной Раде Украины призвали ввести новый, азовский, пакет антироссийских санкций.